значит, граница вот идет здесь вот таким синеньким, потом пошла сюда, уходит, значит, и вот она еще здесь, вот видно, здесь вот синим таким граница идет, да? Это только мы кусочек захватываем той части пожаров, которые есть на этом снимке. Ветер на сегодня это северо-восточный, да, то есть дует туда, в ту сторону. Направление ветра как раз именно с пожаров, которые не тушатся на территории Хабаровского края. Здесь у нас на территории пожаров нет. Здесь облачность наоборот подходит. Если брать, скажем, еще один снимок, здесь видно, что из-за того, что отсюда со стороны Охотска идет фронтик, да, видно? Он подталкивает весь дым, который идет в сторону территории республики. Вот граница наша и Хабаровского края. Вот она идет таким фиолетовым вычерчена. То есть основная масса пожаров здесь. Те пожары, которые действуют на границе Хабаровского края, вот начиная от Аяна, Нелькан, захватывают в сторону по водоразделу с Исмаильским районом, находятся в зоне контроля Хабаровского края. Данные пожары не тушатся. Если мы на сегодня возьмем, значит, снимок более полного масштаба, так, ну, здесь территория, скажем, нашей западной части республики. Здесь видно, что на этой части республики у нас пожара практически нет. Вот один пожар Верхневилюйский, который был обнаружен вчера в зоне контроля, он тушится. Вот два пожара в Вилюйской территории, они локализованы, сегодня они будут ликвидированы. Так, больше здесь ничего нет. Так. Теперь мы смотрим сюда. Если мы смотрим, то вот территория Кангаласского района, вы наблюдаете, да, что пожара на территории Кангаласского района нет. Вот Амгинская территория. Пожара на территории Амгинского района нет. Здесь идет граница между Алданским и Усманским районом. Вот здесь территория границы субъекта. И мы наблюдаем, количество пожаров, которые находятся на территории Хабаровского края, значительно превышает количество пожаров, которые обслуживаются на нашей территории. Вот эти все пожары здесь обслуживаются, прироста практически по данным пожарам нет. Здесь тоже данные пожары обслуживаются. Вот эти все пожары, видно по площадям, они не обслуживаются. И естественно направление ветра вот в этом идет, когда в таком направлении, ветер за счет того, что я вам ранее снимок показывал, значит, идет фронтик, который подталкивает, облачность подталкивает весь дым, и этот дым нас накрывает город Якутск. Где-то ориентировочно к четвергу направление ветра поменяется, и в городе уже видимость откроется. Здесь будет более-менее ситуация благоприятная. Что касается прироста, можем это подать немножко, да? Вот. Значит, я вам могу сказать, что суточный прирост на сегодня составляет 440 гектар. Ну что такое 440 гектар на 80 термоточек, которые находятся под контролем? Из этих 80 только 50, которые в состоянии действуют, но при этом прироста не дают в протяжении 3-4 дней. То есть через 2-3 дня часть термоточек уже уйдет, и этих пожаров у нас уже не будет. Те, которые прирост не дают. Если брать то по Хабаровскому краю, то за прошлые сутки у них прирост был порядка 20 тысяч. То есть разница существенная между, значит, республикой и Хабаровским краем. Скажем так, успокаиваться рано, потому что грозовая активность она увеличивается, и по прогнозу грозовая активность должна пройти вот по этой территории, по территории центральной части, и будет смещаться в сторону устья Вилюя. Значит, что будет у нас через 2-3 дня, ну, мы прогнозируем увеличение грозовой активности, наличие пожаров, поэтому группировку наших работников мы сейчас мирно выводим к месту постоянной дислокации и усилим центральной части района. Кратко все.